столице проходит республиканская конференция СМИ Кыргызской республики «Как выжить в информационной войне». Глава МЧС Нурбулот Мирзахмедов провел совещание по ликвидации последствий ЧС в ряде областей, где сошли сели и выпал снег. Правительство максимально ориентировано продолжить работу по улучшению качества жизни, развитию экономики и регионов страны. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Жакутбеков. Здравствуйте. В столице проходит республиканская конференция СМИ Кыргызской республики «Как выжить в информационной войне». Отечественные акулы-пера обсуждают актуальные вопросы, касающиеся кыргызской журналистики, такие как саморегулирование и соблюдение этических правил. Цель конференции – создание общественной площадки для обсуждения вопросов развития СМИ в Кыргызстане в плане саморегулирования на основе профессиональных стандартов. На этой конференции будет избран новый состав комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ и внесены поправки в действующий этический кодекс журналиста. По результату трехлетней работы комиссии и когда в процессе рассмотрения жалоб мы увидели, что некоторых норм не хватает. С 2009 года изменения не вносились. И сегодня в повестку дня конференции мы включили эту позицию. Если вдруг какие-либо предложения будут, то мы их обсудим. И если конференция примет, они будут включены. Тугуналый Абдраимов назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. Коллективу центрального аппарата нового главу области представил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Правительство максимально ориентировано продолжить работу по улучшению качества жизни, развитию экономики и регионов страны. Об этом на заседании Координационного совета по взаимодействию с партнерами по развитию сообщил премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. В ходе заседания были презентованы концепция региональной политики и программа развития до 2022 года «Единство, доверие, созидание». Координационный совет по взаимодействию с партнерами по развитию при правительстве создан в целях осуществления общей координации и принятия согласованных решений по использованию и планированию внешней помощи. В рамках концепции планируется развитие программ развития 20 городов-точек роста с имеющейся инфраструктурой. В целях углубления специализации и кластеризации регионов планируется запуск туристического кластера в Иссыкульской области, швейного кластера в городе Бишкек и Чуйской области и сельскохозяйственного кластера в Волжской, Баткенской, Джалдабадской, Нарынской, Таласских областях. Местные жители приграничного с Китаем села Акширак Джетойгульского района пытаются самостоятельно решать свои проблемы. Сельчане разработали ряд проектов, их поддержали доноры. О том, как живут в одном из самых отдаленных населенных пунктов Иссыкульской области, рассказывает Усен Кулебаев. Село Акширак Джетойгульского района расположено рядом с кыргызско-китайской границей. До районного центра 300 километров. Сельчане живут в суровых климатических условиях за счет содержания домашнего скота. Сейчас они нашли дополнительный источник пополнения семейного бюджета за счет создания условий для туристов, приезжающих в государственный заповедник Сарычат-Эрташ. Мы сами привозим туристов на своих машинах и потом организуем для них конные прогулки. Если удается, показываем им горных уларов, редких диких животных. В то же время следим, чтобы не нанесли вред окружающей среде. Туристы сами выбирают маршруты по заповеднику. Для приезжих организован гостевой дом. Женщины готовят для них еду, а мужчины стараются показать туристам все красоты здешних мест. К нам приезжали представители 6 компаний из Америки. 3 из них, посмотрев на проделанную работу, решили помочь нам. Теперь мы ждем туристов в июле-августе. Желающих увидеть девственную природу и животный мир немало. Только труднодоступная горная дорога создает преграду для туристов. Хотя дорожники ремонтируют дороги, по одному из 5 мостов невозможно проехать. Грузовые авто преодолевают реку вброд. Этот мост был построен еще в 1954 году и давно пришел в негодность. А через него переправляются не только местные жители, но и пограничники. А летом по нему переправляют на пастбище скотину. Во время половодья бывало, вода смывала транспорт. Представители местных властей временами навещают сельчан и пытаются на месте решать их проблемы. В
Усен Кульбаев, Идель Мелизбек, Общественный первый канал, Иссык-Кульская область. Вице-премьер Джигич Разаков провел рабочее совещание по вопросу внедрения института пробации. В своем выступлении он отметил, что мировой опыт показывает, что институт пробации способствует гуманизации судебной правопринимательной практики, повышению эффективности и адаптации в обществе лиц, приступивших закон. Вместе с этим пробация направлена на снижение уровня тюремного населения и рецидивной преступности. Кроме того, были обсуждены механизмы по совершенствованию законодательства в области противодействия организованной преступности. Глава МЧС Нурбулот Мирзахмедов провел совещание по ликвидации последствий ЧС в ряде областей, где сошли, сели и выпал снег. Мирзахмедов поручил повысить готовность сил и средств министерства в регионах в связи с ожидаемой неустойчивой погодой в период с 28 по 31 мая текущего года. Особое внимание необходимо уделить превентивным мероприятиям, очистке речных систем и селятводных каналов, а также оповещению населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обильными осадками. Заместителям министров поручено выехать в Иссык-Кульскую и Ошскую области. Проверки рынка в столице на пожарную безопасность продолжаются. Сразу несколько нарушений выявила Госэкотехинспекция по итогам проверки Аламединского рынка. О том, какие правила противопожарной безопасности не были соблюдены, расскажет Аяна Дюшикеева. Сотрудники Госэкотехинспекции прежде в этом году проверяли Аламединский рынок. И тогда без нарушений не обошлось. Руководству выписали предписание и обязали выплатить штраф. Немедленно убрать, очистить. Будем принимать меры. Нарушения пожарной безопасности были обнаружены и в этот раз. Оперативному реагированию пожарных будут препятствовать товары, например, которыми загромождены торговые ряды и лестницы. Система домоудаления не отремонтирована, то есть находится в нерабочем состоянии. И вот северная часть, пожарный проезд, загроможден. В подвальных помещениях мы давали им предписание, чтобы они устанавливали систему автоматического пожаротушения, то есть порошковое пожаротушение. Конечно, у них сигнализация есть, но сейчас в данный момент мы их заставляем установить пожарное автоматическое пожаротушение. Бедой абсолютно всех рынков является стихийная торговля, говорят инспекторы. Такие точки препятствуют проезду пожарной машины. Сами же продавцы лишь отнекиваются. Бороться со стихийной торговлей сил уже нет, признается администрация Аламединского рынка. Другие же нарушения исправить пытаются. В начале июня инспекторы проведут контрольную проверку. И уже тогда нарушений быть не должно. Иначе деятельность рынка будет приостановлена. Мы уже начали работать, исчерпать все вот эти нарушения. Начали устанавливать шахта дымоудаления. Насчет пожарного проезда тоже начали там освобождать для проезда пожарной спецмашины. А вот стихийной торговлей постоянно вместе с сотрудниками администрации мы объясняем, чтобы они не загромождали путь. Успеете ли вы избавиться от нарушений? Ну, постараемся со всех сил успеть. Я думаю, что успеем. Администрация рынка также рассказывает, что несколько лет назад для удобства купили собственную пожарную машину. Есть и гидранты. А для продавцов регулярно проводят учебные тренировки. У каждого есть огнетушитель. И кроме этого есть полностью эвакуационная карта. Бізде бүт инструктаждың бары бар да, бізде администрация бүт таныштырған, берген бар. О том, что ни один рынок в Бишкеке в полной мере не соответствует пожарной безопасности, инспекторы говорят давно. Корреспонденты телеканала Ала-То-24 совместно с соответствующими службами продолжат освещать этот злободневный вопрос. Аяна Дюшикеева, Азамат Кадыртоктоев, Общественный первый канал. И к этому часу у нас пока все. Оставайтесь на Общественном первом.